Издавна мы знаем, что человек приходит в музей минимум 3 раза. Когда он сам маленький, когда у него рождаются дети, когда у него рождаются внуки. Вы есть тот человек, который продвигает Якутию? Я вошел в топ-10 ученых по публикационной активности. Тема бренда, тема имиджа республики, конечно, она на слуху. Почему это не происходит? Гипотетически на свет может появиться слона-мамонт. Сергей Федоров – старший научный сотрудник Музея Мамонта, кандидат биологических наук. Окончил биолого-географический факультет ЕГУ по специальности биолог, преподаватель биологии и химии. Музейная, научно-исследовательская, краеведческая работа и издательская деятельность началась в 1987 году с работы в должности старшего научного сотрудника Музея имени Ярославского. В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук. Является руководителем международного научно-исследовательского проекта СВФО, который объединяет ученых из России, Бельгии, Дании, Швеции, Германии и Японии. Является составителем ряда научно-популярных изданий на мамонтовую тематику. Сергей Егорович, добрый день. Здравствуйте. В 2016 году вы были признаны лучшим экскурсоводом. Как вы пришли в свою профессию? Ну, мой приход, конечно, как у всякого советского человека, достаточно прост. Вот после окончания школы номер 2 города Якутска я поступил в биологический факультет, который закончил, и по распределению попал в Сигенкельскую среднюю школу учителем биологии. И, отработав положенное время, я вернулся в Якутск, поступил на работу в Институт рыбного хозяйства и на 3-й же день улетел на полевые работы в Булунский район. Биологов, которые отправлялись на длительные именно полевые экспедиции, работы. Да. Да. В 1987 году меня на работу пригласил мой друг, однокурсник Антонов Александр Кимович, музей Ярославского. Он после окончания университета сразу туда поступил на работу, уже был начальником отдела природы, заведующим отдела природы. И вот он, углядев во мне, видимо, какие-то черты, позвал к себе на работу. И вот с этим человеком мне посчастливилось поработать долгих 17 лет. На самом деле мы с ним еще 5 лет вместе учились. И 17 Получается, лет... ваш однокурсник? Да, мой однокурсник. В конце, вот, когда вот очень долгое время работали, некоторые ребята приходили и говорили: ну, что-то, ребята, с вами совсем скучно, вы совсем молчите. За эти годы, на самом деле, было переговорено абсолютно все. И когда он, вот, образно говоря, брал молоток в руки, я знал, сколько гвоздей, какого размера ему подать. И я считаю, что мне вот повезло в те года вот работы именно в музее Ярославского, работать именно с этим человеком. В это время музей был абсолютно другим, были абсолютно другие люди, очень известные краеведы, музейные деятели, вот такие, допустим, как Сергей Никонович Сизых, вот, Петр Васильевич Винокуров, Вильям Федорович Яковлев. Сейчас он вот директор этнокомплекса «Союз-Хатын». Вот, и Иван Георгиевич Березкин, это Аржаков, Афанасий Тимофеевич, Надежда Семеновна Иртюкова. Практически все хранители истории. И хранители истории, очень известные в то время люди. Шишигин Егор Спиридонович. То есть получается то, что мне действительно повезло увидеть их, в основном известнейших краеведов, именно воочию, и работать вместе с ним. Так как мы работали в мастерской, это был мастерская отдела природы, на то время действительно была притяжением, центром притяжения, местом силы. Каких только людей там не было. Разного калибра, начальники, министры, деятели культуры, поэты, певцы. Мы же располагали в центре города, и поэтому вот на обед заскакивали, вечерком заскакивали.
И, в общем-то, в 90-е годы я считаю, что это был расцвет таксидермии, это изготовление чучел. И как вы помните, ну, старшее поколение помнит, что в 90-е годы каждый новый русский, каждый новый якут обязан был иметь у себя дома какое-то чучело. Был такой тренд, да? Да, да. Это был действительно расцвет таксидермии. И вот многие чучела, которые были сделаны в то время, сейчас демонстрируются в Краеведческом музее. Значит ли это, что сложные времена дают какие-то возможности, в принципе? Безусловно. Почему? Потому что если у тебя нету денег, нету зарплаты, ты не можешь прокормить семью. Вот как? Я вот бюджетник, у меня нету дополнительного приработка. Если это было очень сложные времена. И тот приработок, который вот исконные традиции, это выделывание камусов для унтов, да, допустим, изготовление чучел для различных музеев, это был достаточно серьезный приработок. И мы имели возможность ездить на строительство разного рода музеев по разным республикам. Поэтому в это время Краеведческий музей стал именно Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера имени Емельяна Михайловича Ярославского. А слово «объединенный» обозначает то, что под крышу были организованы филиалы во многих районах. Вот. Я любил очень ездить в Верхоянск. Вот, бессменный директор, который Варвара Захаровна Кириллина, наш друг, она постоянно нас приглашала. И вот я помню, как один случай, как приезжали 20 краеведов, вернее, учителя географии из Японии. По дороге они остановили автобус, взяли лопату и на перевале прямо выкопали яму для того, чтобы посмотреть, где находится вечная мерзлота. То есть они это какие годы? Это конец 80-х годов. Вот они на штыковую лопату, и потом дальше пошел уже чистый лед. Увидели маслят и начали в сыром виде их кушать. То есть это экологически чистая, в их понятии, еда. И вот Варвара Захаровна меня спрашивает, как мы будем встречать гостей. Тогда вот протокольного отдела, тому подобного-то ничего не было. Я говорю, слушай, Варвара Захаровна, давай посоветуемся с тобой. Молодежь, которые вот маленькие дети, они стоят около калитки. Среднее звено вот, возраста, научные сотрудники, они аккумулируются все на крыльце. А вы, как босс музея, директор музея, сидите в своем кабинете. И вот, правда, она не выдержала. Когда они приехали, она выскочила из кабинета, но тем не менее... И вот такие вот моменты были. И первые иностранцы, которые приехали в музей Ярославского, я вот их точно помню. Это был тоже конец 80-х годов. Вот. Какое было представление? Что вы ожидали сперва увидеть? Это же в то время же все границы были закрыты, да, и не часто приезжали в нашу республику люди из-за границы. Советские люди вообще имели возможность попадать за границу только, конечно, по путевкам. Или же это в основном, ну, я так понимаю, партийные работники. Помню шум, который поднялся в Якутске, что приехали американские миллионеры, и приехал нарядный Икарус. Вот из него начали выходить люди. В основном это были очень пожилые люди в шортах. Я вот у одного увидел на пятке дырку. И я понял в тот момент, что это обычные люди, такие же, как мы. И вот с этого времени у меня, в общем-то, нету пиетета под иностранцами. Я тогда четко, как-то вот осознанно понял, что это обычные люди, такие же, как мы. Просто они живут в тех странах, в которых был железный занавес, и, в общем-то, они были запретным, неизвестным, да. невиданным, да. Да. Угу. И вы увидели обычных людей, которые просто тоже интересуются, стараются узнать новые земли, новую культуру, новые традиции. Да,
Полностью согласен. В одном интервью вот как раз затрагивали тему брендинга, да, и вы в этой теме очень хорошо разбираетесь, да, и негласно вы есть тот человек, который продвигает Якутию гостям. Вы определили 5 составляющих, да? Да. Холод, потом дальше что было? Да, тема бренда, тема имиджа республики, конечно, она на слуху. И каждый, кто работает в сфере обслуживания, будем так говорить, в сфере культуры, он понимает, что мы имеем, ну, действительно, работники музеев имеют полное отношение к этому. Осознание того, что я маленький кирпичик от нашей республики, оно, осознание приходит на самом деле не сразу. На самом деле это обычная работа, которую я выполняю. И хорошо выполняете? Да, ну, по оценкам посетителей, да. И я для себя поставил градацию бренда. Что же это такое? Да, во-первых, конечно же, это холод. Вот, потому что нету нигде, самая низкая температура в обитаемой части планеты, она зарегистрирована именно на территории нашей республики. На втором месте, конечно же, алмазы, бриллианты. Но вот алмазы – это одно из брендов, действительно, мировых брендов Якутии. На третьем месте я ставлю ленские столбы с красавицей рекой Леной. Вот. Мы вправе ими гордиться. Это всемирное наследие ЮНЕСКО. Оно не зря так причислено к всемирному наследию. На 4-м месте я ставлю все-таки оленя. Потому что олень – это символ всех северов. Это Калабильде, это «Увезу я тебя в тундру», Санта-Клаус, в конце концов. И те представления о севере у множества людей, они связаны именно север с это олени. Да? И только на 5-м месте вы ставите мамонта. Да. Почему? Да. Общаясь с огромным количеством людей, ну, я вот иногда в маленьком своем музее иногда задаю встречные вопросы туристам, тем людям, кто к нам приезжает. И вот мини-опросы делаю. И абсолютное большинство людей ассоциации именно с оленем. Российского человека, у иностранного посетителя все равно идет олень. И мы делаем бренд мамонта. На самом деле он муссируется в основной своей массе только в России, потому что это родина мамонтов, очень много находок. В других странах таких находок с мягкими тканями на самом деле нет. И популяризация, цель нашего музея, она состоит в том, чтобы подвинуть оленя и подняться хотя бы на 4-е место. Это вот мое мнение, это моя градация, но с оленем очень трудно бороться. Очень трудно бороться. Ну, как вы думаете, что нужно еще сделать, чтобы мамонт поднялся на 4-ю позицию? Это, мне кажется, что должно прийти новое поколение людей. Сейчас у нас подрастает очень активная молодежь, очень продвинутая во многих. Это я, если судить по моим посетителям музея. Вот. Появилась определенная категория путешественников, молодых людей, которые были на Командорских островах, которые Шантарские острова, Курилы, Калининград. Абсолютно все. Они ездят по России. И у них есть деньги. Они экономят, вернее, выискивают какие-то скидки и с полным правом, с удовольствием ездят по своей стране. И вот это вот поколение, оно, не соприкасаясь, как мы, советские люди, допустим, да, с культом оленя, ну, теми представлениями, да, они могут подвинуть именно оленя на 5-е место, а мамонта поставить на 4-е место. Вот это сугубо мое личное мнение. Но вы каждый день, день за дня
продвигаете этот бренд, говорите о «Мамонте», говорите о научных исследованиях. Вы готовитесь каждый раз, потому что ваши коллеги и ваши посетители говорят, что ваши экскурсии не повторяются. Каждая уникальна, и каждый раз вы привносите что-то новое. И все это приправляется юмором. Да, чтобы специально готовиться к каждой экскурсии, ну, конечно, мы, когда поступает к нам заявка, мы пишем, кто, откуда, для кого приезжает и во сколько. Да, график. И, естественно, ты у себя уже прокручиваешь. Если это дети, допустим, да, то более адаптированная экскурсия согласно возраста, сообразно возрасту. Если же это иностранцы, да. Если это российские взрослые посетители, тоже да. Но нет такого, чтобы специально к ним готовиться. Просто тот музейный опыт, который вот в течение 12 лет я работаю в музее, и он привел к тому, что, ну, не скажу, что на автомате, да, а именно, ну, это, видимо, опыт. Ну, очень грамотно подходите, да, это маркетинговая такая стратегия, определять целевую аудиторию и точно целевую аудиторию работать. Вы также при предварительной беседе поделились, что вам очень нравятся маленькие посетители, да, их стало сейчас очень много, приезжают со всех уголков республики, и как они впитывают вот эти новые знания? Да, дети-то, конечно, это целая история, я вам скажу, и нужно их видеть. Самое главное, вот особенно мне нравится вот первым классом. Первые классы, которые к нам приходят, горящие глаза. Вот тот человек, ну, издавна мы знаем, что человек приходит в музей минимум 3 раза, когда он сам маленький, когда у него рождаются дети, когда у него рождаются внуки. 3 раза в течение жизни он обязательно будет в музее. Но когда ты видишь вот эти вот глаза детей, которые в первый раз пришли, они держатся за ручку парами. И вот то ощущение, которое они вот неизвестного, неизведанного, оно, конечно, меня очень сильно радует. И вот они стоят в ожидании, что же там за стеклянной дверью, что-то между собой общаются, и притихшие заходят вовнутрь. Когда ты им начинаешь рассказывать, они вынимают как губка. И потом еще вот некоторые, как я говорю, музейные выверты я делаю иногда. Вот сейчас вот мы показываем в морозильную нашу камеру, криокамеру. У нас там специальное такое окошечко, и можно заглянуть и увидеть останки животных мамонта и фауны. И вот то чувство, когда ты им говоришь: так, ребята, сейчас мы с вами пойдем в мою секретную комнату. Народ раз оживляется, и как бы это самое, что же там? И вот я вижу, что у них в мозгу-то крутится, что за секретная комната. То есть нужно будировать их интерес. Потому что мы знаем, что у первоклассников, у тех же 10 минут внимания, а потом уже как бы это самое. И вот эти вот моменты нужно учитывать, не как магнитофон зачитывать именно детям, да? Почему? Потому что моя родная сестра, Клара Егоровна Андреева, она является директором классической гимназии городской, и она была очень долгое время учителем начальных классов. И я, вот, общаясь с ней и видя ее работу, я начинал понимать, что все-таки тяга к знаниям, познанию, все-таки базисная основа всего вот этого вот маленького человека, она образовывается именно в начальных классах. И я вот последние, может, 5 лет начал активно уделять именно вот этому вот возрасту своего внимания. И вот вчерашние дошколята, которые заходят в музей, вот, прослушав экскурсию гурьбой вокруг меня, и иногда вот бывают классы, которые считают своим долгом, девочки, мальчики прямо приходят и держат тебя за руку, и считают за честь подержать тебя за руку, и я их веду за ручку, и бывает очень приятно, когда вот тот же маленький мальчик, который с достоинством все прослушал, а он говорит, подходите с таким серьезным видом, разрешите вам пожать руку. И подает маленький человек тебе руку в знак благодарности того, что ты ему рассказал. Но это самая главная награда, наверное. Да.
Да, я вот именно к такому выводу начал приходить. В основном, конечно, мои экскурсии, беседы, они были предназначены для взрослого населения, шутки-прибаутки, как бы, да, юмор, вернее. Но вот именно в последнее время я как-то начал сосредотачиваться именно на детях. Но очень много зависит, конечно, от учителя. Сейчас, как мы знаем, идет год наставника и педагога. И вот хотел бы пожелать педагогам, которые приводят своих школьников в музей, чтобы они были все-таки вместе с ними. Потому что мне очень радуют учителя, которые, вот, вернее, не просто сопровождают, а принимают активное участие именно в экскурсии. Сергей Егорович, ну вы очень правильно делаете, потому что вот именно формат проведения ваших экскурсий, да, очень грамотен и правильный. Да? Почему? Потому что человек слушает человека, да, а не, как вы сказали, аудиогид. Да. Да? Но вы же в первую очередь научный сотрудник, вы занимаетесь наукой, у вас есть исследовательская деятельность. Да? Над чем вы сейчас работаете? Да, и в науку-то я пришел, на самом деле, достаточно поздно. Я вот считался чисто музейным работником, и только один у меня был праздник, 18 мая, профессиональный, Международный день музеев. Я помню, когда кандидатскую защитил очень поздно, защищал я ее в Москве, в Институте истории естествознания и техники имени Сергея Ивановича Вавилова. Вот. И тема кандидатской диссертации, на самом деле, она у меня простая. Это называется «История исследований млекопитающих четвертичного периода с 17 века по 20 век». То есть, на самом деле, вот эта вот кандидатская диссертация, она продолжение моих экскурсий. То есть это та же экскурсия, но только в расширенном виде. Поэтому мне очень легко было над ней работать. И то, что я рассказываю, и в дополнение, вот вы говорите, вот дополнение к экскурсиям, да, допустим, готовитесь ли вы специально, они приходят вот именно из тех закоулков памяти, из тех наработок, которые они, допустим, у меня в кандидатской диссертации. Все те наработки, которые были сделаны, это в архивах, по книжным источникам, да, они вот находят именно, выходят где-то в каких-то экскурсиях. И поэтому получается так, что действительно экскурсия такая разноплановая, и каждый раз человек слышит по-другому. И в 2011 году местные ребята в Усянском районе в селе Тумат нашли небольшого хищника. Он был вморожен в лед, и прямо у него мордочка торчала, оскаленная мордочка из-за ледяного обрыва. И вот они сказали, что мы нашли чупакабру. Это чупакабра – это мифическое животное, которое живет в Мексике, по ночам приходит в курятник и выпивает кровь у домашней живности. И вот я поехал туда, привез. Это реально была первая версия такая? Да. Нет, ну, конечно, это аллегория, но, тем не менее, неизвестные животные. И замдиректора нашего института Василий Васильевич Иванов посоветовал мне в 2014 году заняться наукой и взять объектом вот этого вот щенка. И я придумал себе проект, который называется «Плейстоцены и послеледниковые всовые извечной мерзлоты Якутии». И начал изучать, заниматься наукой. В 2015 году мой отряд раскопал там второго щенка на том же самом месте. И вот эти два щенка, потому что мы все понимаем, что... Оказалось, щенки. Да. Оказалось, щенки. Первые ДНК-анализы показали о том, что это, возможно, больше собаки, чем волки. И мы так оживились, неужели это первые собаки. Вот. И у нас на работе была 8 еще на телефоне. Вот. Я набрался смелости и позвонил Метье Жан Монпре. Это бельгийский ученый, кто открыл самую древнюю собаку в мире, возрастом 36 тысяч лет. Прямо позвонил в Брюссель и сказал: я такой-то, такой-то, можно ли с вами начать работать? Ну, я хотел бы с вами работать. И после второго звонка она уже сказала, что когда к вам приехать.
И вот мы с 2015 года работаем над этими находками. Это единственное на тот момент хищники. И благодаря ей, конечно, я начал интегрироваться в европейскую науку, обзавелся там кучей знакомых, ученых, и начались публикации. И по итогам 2020 года я вошел в топ-10 ученых по публикационной активности. Вот. И в этом году занял первое место по публикациям в секции естественных наук. То есть те статьи, которые появились в высокорейтинговых журналах, ну, на самом деле каждый ученый мечтает попасть в эти журналы. Это Science, это Nature. Здорово. Вот. Каждый ученый спит и видит, что каким-то боком он попытается попасть. Теперь туда. Я понимаю, почему вы так увлеченно в предварительной беседе рассказывали о корейском ученом, который клонировал собак. Да. Да? Да. И сейчас, получается, смежная тема, ведется вот этот переговоры, да, о клонировании мамонта, что в перспективе в наших лесах будут ходить на самые настоящие клонированные мамонты. Но давайте вот погрузимся в эту тему, да, поскольку она очень актуальна и лежит на поверхности, и об этом очень много говорят. Очень много читаем. Вот-вот клонируют мамонта. Почему это не происходит? Хотелось бы узнать из первых уст. Тема клонирования мамонтов, тема возрождения древних животных, вымерших, это идея фикс многих поколений ученых, на самом деле. Под 80-е и 90-е годы они прошли под знаком японцев. Да, они действительно хотели возродить мамонта. Они искали самца, чтобы выделить из него сперматозоиды и оплодотворить индийскую слониху. Ну, на тот момент была вот такая вот схема. В 2000-х годах наступила эра корейцев. Да, я почему называю эра? Потому что действительно на тот момент это были единственные ученые, кто пытался возродить мамонта. И того самого доктора Хван Вусука, который является одним из признанных пионеров в области клонирования домашних животных, ведь он самый первый в 2005 году клонировал собаку Снупи. Это случилось в Сеуле в 2005 году. Собака считается одним из самых трудных объектов для клонирования. И, ну, на самом деле, этого ученого нашла моя жена, которая просто сидела, смотрела телевизор, показывали новости, и передача вашего коллеги Сергея Малоземова, который ведет передачу «Чудо техники» и «Да, живая и мертвая», он делал, подводил итоги 2011 года. И на 4-м месте он поставил доктора Хвана Вусука. Он стоит в Южной Корее в белых халатах, и за ними в клетке беснуются клонированные щенки. И он на всю Россию тогда заявил, доктор Хван Вусук, что моя мечта – клонировать мамонта. Вечером эту передачу посмотрел, и на утро прибежал коллега в музей мамонта вот с такими глазами. Кажется, говорю, что есть человек, кто хочет клонировать мамонта, давайте мы... И снова 8, и снова звонок в Корею. Да, мистер Ли Ки-Джин, мы как раз пытались организовывать там выставку, и он говорит, абсолютно, ребята, без проблем. И вот с этого момента начинается вот именно словосочетание клонирования мамонта. Было сказано действительно очень много слов. Доктор Хван Вусук неоднократно к нам приезжал. В 2012 году он заключил вместе с университетом договор между Центром биотехнологий СОАМ и Северо-Восточным федеральным университетом. Проект так и называется «Возрождение мамонта». Почему это не происходит? Время играет против нас, и вода. Вот как ни парадоксально, вода, когда она замерзает, она начинает образовывать кристаллики льда. И вот эти кристаллики льда, они абсолютно все клеточные структуры и структуры ДНК разрушают. Сохраняется только внешний вид, а на самом деле все ядра, все клетки внутри разрушены. И если нам удастся найти, это идея фикс многих поколений ученых, ту единственную клетку, из которой можно будет изъять ядро, имплантировать его
корейскими технологиями в яйцеклетку индийской слонихи, гипотетически на свет может появиться слона мамонт. Когда появится новое животное, пусть я обитала в Якутии очень давно, все же поменяется, и климат меняется, потому что когда появляется новый член семьи, все начинает работать по-другому. Согласен, согласен. Ну, я бы не рискнул заглядывать столь далеко. Почему? На то есть причина. Дело в том, что, ладно, может появиться один мамонтенок, да? И он, чтобы не было инбридинга, близкородственных скрещиваний, нужно, чтобы минимум 30 особей было с разных клеток. И тогда только не будет генетического вырождения. И поэтому, когда мы сделали, ну, это отдельная абсолютно тема, это вот фильмы. Это вот National Geographic, BBC, Discovery канал. Мы сделали, на самом деле, музей мамонта, очень много таких серьезных фильмов, которых с успехом они проходили за рубежом. Вот. Фильм «Аутопсия. Шестистый мамонт», на самом деле, это действительно, там рассказаны абсолютно все аспекты возможного возрождения мамонта, начиная от корейских, американских, японских. Когда была премьера этого фильма, встали некие вопросы, именно этические вопросы. Вот я вот продолжение вот этого вашего вопроса. У западного зрителя на самом деле сейчас уже они априори уже понимают, что сегодня-завтра наука достигла уже такого уровня, что может сегодня-завтра затопотать ножками мамонтенок. Но их волнуют абсолютно другие вопросы. Их волнует судьба мамонтенка, который родится и сам будет один умирать в зоопарке в течение своей долгой жизни. Их волнует судьба индийской слонихи, которая долго будет, 22 месяца долгих, будут вынашивать дитё. А вдруг появится чужой, а не мамонтенок. Абсолютно другие вопросы. Разные гипотезы. Да, да. И вот это вопросы появления на свет мамонтенка, он имеет как противников, так и последователей. Вот, примерно 50-50. И получается то, что тот человек, кто первым клонирует мамонта, это действительно золотыми буквами войдет в историю. Сергей Егорович, какие самые ценные уроки для себя вы извлекли, которыми вы бы хотели поделиться с телезрителями? Что важно? Вот весь анализируя прошедший путь, хотя вы говорили про предварительной беседе, давайте не будем делать выводы, я хочу еще и работать, и работать. Самые главные выводы, прежде всего, нужно, пусть это как бы громко не звучало, любить свою родину. То есть, если человек не любит свою родину, он не будет рассказывать, показывать, объяснять тем людям, которые приезжают в нашу республику. И в моем понимании, я всегда говорю, что я маленький кирпичик в республике под названием Якутия. Вот из таких маленьких кирпичиков на самом деле слаживается наша республика. И действительно, возможно, иногда, прилетая в 6 утра московским рейсом, турист, посетитель идет 10 часов утра к открытию нашего музея, в музей мамонта. И вот он стоит за стеклянной дверью, будь то это одиночный посетитель, будь то группа. И он, возможно, видит впервые в жизни человека вот именно той страны, той республики, куда он прилетел. То есть мы же понимаем, что, прилетая во Францию, мы говорим, надеемся увидеть француза, правильно? Прилетая в Бельгию, мы ожидаем увидеть бельгийца, да? Как он говорит, на каком языке. А тут он прилетает в нашу республику под названием Якутия. И он видит человека коренной национальности, который живет здесь и родился. И вот он получает, пусть в гостинице он, может, с кем-то общался, но тут в течение часа он начинает общаться с тем человеком, жителем той республики, куда он прилетел. И здесь, на мой взгляд, самое важное качество быть равным среди равных. То есть, как я уже говорил, я вот еще тогда понял, что
они такие же люди, как и мы. Когда я приезжаю с туристами в районы, допустим, да, вот иногда я вожу туристов, съемочные группы, я вот предупреждаю хозяев: будьте сами собой, самим собой. И вот это качество, которое нельзя стараться быть лучше, чем ты есть на самом деле. Вот это тоже мое жизненное кредо, потому что я точно знаю, что выше себя не прыгнешь. Спасибо большое, Сергей Егорович, за столь интересную беседу. Было бы время, говорили бы и говорили. Желаем вам продолжать работать в этом же темпе и ритме, стать и еще взять номинацию «Лучший экскурсовод», не оставлять также ваши научные работы, и чтобы все цели, которые вы ставите перед собой, обязательно они были достигнуты и реализованы. Будем стараться, Анна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.